Это, наверное, так в 51 году в Москве Галина Михайловна Кривошапка меня, во-первых, пригласила. Когда я приеду, что я стала хормистом хора ради комитета. И тут она прочитала письмо, полученное из Якутска от Германа Годовича, который написал, который остался работать вместо нее. Потому что Галина Михайловна до этого работала с хором радио тоже. И показала фотографию коллектива. Ну вот тогда я впервые увидела его лицо, ну, не якутское и не русское, да. И почему-то на меня это очень подействовало. Такое ощущение было, как будто меня что-то оторвалось от сердца и упало прямо в пятку. И меня как-то бросило, ну, такое состояние. И я застеснялась, и фотографию положила. Думаю, ну, она как раз в это время, Галина Михайловна, повредила ногу, и она лежала на тахте. И вот так, что она внизу лежала и смотрела. И вот я положила карточку. И потом все-таки любопытство, что такое случилось, почему у меня такое случилось. Я подняла снова фотографию и начала спрашивать всех подряд, кто такие артисты хора. Ну, многие были мои уже знакомые, старые певцы. Например, Твярова Ко Николаева там сидела. Ну, в общем, она меня назвала, в конце концов, его имя, отчество и фамилию видно. Но что-то я ничего не поняла. Как она сказала, то ли Герман Годович Перештейн, то ли Перештейн Герман Годович. И вот. Но одно я поняла, что это не русский и не якут, а еврей. А у меня вообще как-то так, я с юных лет слышала, что евреи это очень умный, очень хитрый народ, что они иногда даже очень вредные люди. И вот так меня и осталось. А первая встреча с Германом? Да, где, и вот, когда, при каких обстоятельствах? И вот я приехала в 1951 году. Как раз в этот день, оказывается, приехала комиссия из Свердловской консерватории слушать молодых певцов, чтобы они поехали на учебу. И этот день вот ехали, значит, слушались Марина Попова, там, в общем, много, 7 человек из радиохора. И вот комиссия была в Русском театре, меня пригласили, я там тоже пришла, сидела. И мы сидели с этой Анастасией Петровной Лыткиной рядом, с нами еще рядом сидел Гаврил Павлович Тихонов, он побритый головой, тоже как-то вроде не походил на какого-то восточного героя. А впереди сидела комиссия. На зале было темно. На сцене горел свет, и там Полина Константиновна сидела, как она увидела меня с криком, перебежала, мы с ней обнимались, кружились, но потом снова села я, и вот началось прослушивание. И вот впереди я чувствую, что-то этот человек молодой сидит рядом с этой комиссией. Зою Щелокову я уже еще в Свердловске видела, знала. И вот он что-то шепчет и слушает, а мы с Настей что-то свое мнение разговариваем. Я почувствовала, что подслушивает. Я стала ей в ухо говорить. Ну вот потом после того же комиссия кончилась работа и выходили из зала. Зал был темный, а там все-таки это лето было. И на свет выходим. Вдруг вижу Акива Юдович Зембель, скрипач, это первая скрипка оркестра, концертмейстер. Я его знала, у него я когда-то училась 4 месяца на скрипке, он меня знал. И стоит один вот высокий человек, который спрашивает, говорит, ну, наконец-то познакомьте нас, говорит, ага.
И вот, ну, он как раз Архивович решил знакомить. Потом мы пошли прослушивать, это, вернее, обсуждать. На обсуждении мы сидели с Настенькой рядом. Меня спросили мнение, но я сказала, я только новоиспеченный специалист, так что я не очень хорошо понимаю. Но все-таки сказали, скажите свое мнение. Но я не помню, что говорила, наверное, что-то сказала, наверное. И вот когда уже на улицу вышли, он останавливает Гаврия Павловича Тихонова, председателя радиокомитета, и говорит: Гаврий Павлович, вот хормейстер приехал, вы, пожалуйста, значит, так, хормейстером радио. Ну, в общем, короче говоря, мы здесь остановились. Я должна была с Анастасией Лыткиной идти домой, посмотреть на ее дочку, Наденьку, что ей что-то 3 или 4 месяца. Ну, в общем, короче говоря, ну, вот так. Вот тогда я впервые его как-то так, его глаза видела, голос слышала, что-то он был очень счастливый такой. Все время обнимал Настеньку. Мы как раз вот против друг друга, Гаврий Павлович, потом Настенька. Но я почему-то почувствовала, что это относится ко мне. Удивительное женское чувство. Не знаю почему. Ну, потом мы так попрощались, мы договорились о том, что вот через день или через 2 я приду прослушать сначала. Я сказала, я только-только испеченный знахармейстер, я еще не очень уверена. Ну, в общем, короче говоря, договорились, и мы с Настенькой пошли к ней. Когда я шла с ней и спрашивала, кто это такой, она говорит, это, говорит, спецпереселенец, с таким каким-то пренебрежением, что мне стало неприятно. Ну, потом через 2 дня прихожу я в радиокомитет, и тогда радиостудия стоял вот сейчас художественный музей имени Габышева против оперного театра. Это была у нас радиостудия. Там записи были, репетиции были, прямые радиопередачи были. Я захожу туда с какой-то опаской, да, ну, с осторожностью. И смотрю, налево сидит женщина дежурная, и около нее винтовка стоит. Я подумала, умеет, интересно, она стрелять или нет, но она не держит. Но я думаю, это очень серьезная организация, поняла. А вы кому, говорит, таким строгим тоном? Ну вот тогда я посмотрела вот это все. Я говорю, хору. А хор уже ушел, нет его. Как нету? Мне сказали, что репетиция будет. Они уже ушли, говорит. И вдруг из комнаты выходит улыбающийся Герман Годович. Ага. Ну вот он меня пригласил. Тогда большая студия была и малая студия, где солисты занимались. Он пригласил, мы зашли. Он так объяснил, сегодня будет концерт в клубе обкома. И вот наши поют там, многие артисты хора там поют, потому, говорит, я распустил. Ну, мы сидели долго, разговаривали, он мне всю тайную работу, вот это какая вообще сложная, и какая она бывает, в общем, все. Как-то так очень хорошо все рассказал. А потом сказал, давайте пойдемте этот концерт слушать. Ну, я, конечно, согласилась. И вот мы пошли и сидели, много народу было, но там как раз я впервые увидела, услышала Матвея Лобанова. Он так выходил очень неуверенно, совсем не видит, что ли, но пел как Бог, голос звучал очень здорово. И вот и Соловьева, Анна Соловьева, ну вот пела солисты. В общем, короче говоря, потом, ну, в общем, концерт кончился. Полина Константиновна сказала, давай мы тебя проводим, а у нас ведь осенью сразу темнее становится. И вот. Ну, в общем, короче говоря, тут Герман Годович, он взялся меня проводить. Мы шли. Тротуары-то у нас тогда были не такие, а деревянные. То они вот так вот в длину или поперек. И как наступишь, то прямо вот так
все двигались. Ну, в общем, старый уже. Это я уже сама когда-то очень знала, но я в каблучках, правда, такой танкетке. И так боялась ходить, но этот молодой человек мне не предлагал под ручку держать меня, да. Я так удивилась, думаю, господи. Ну, в общем, я очень боялась, что тут упасть или сломать ногу, да. Вот так дошли до моего дома. Ну, когда мы прощались, он очень долго держал мою руку, но я все-таки освободилась, пошла, помню. Ну, на завтра я уехала к отцу в деревню. А потом, когда приехала, оказалось, вот Зоя Васильевна Щелокова дает концерт сольный. Мы шли туда, тогда вот это Якутский драматический театр, это церковь старая, туда шли слушать. И он вдруг бежит, этот молодой человек, через какие-то там перерыты были, улицы, видно, ремонтировали, какие-то эти перескакал и перешел. Ну вот, и мы идем концерт слушать. Ну вот так начали мы, значит, таким образом мы познакомились. Но потом я перешла на работу, я стала хормейстером, а он концертмейстером. Мы работали очень дружно, очень преданно к делу. Вот. В хоре разные были. Пришлось мне объявить конкурс, но с председателем конкурсной комиссии был сам председатель, сделали. В общем, ответственные очень люди были в комиссии, потому что я видела, что очень много возрастных людей, очень много уже старые голоса, которые, ну, в общем, трудно было. Качественные же потеряны, человек по возрасту теряет, конечно, качество своего голоса. Алексеевна, а так, тогда Герман, где он жил вообще и с кем дружил? Где он жил, с кем? Так, он жил со своими вот спецпереселенцами. Вольперты были такие 3 брата. Один работал в драматическом театре заведующим, другой Арон работал, преподавал. Вот. И нет, 3 брата, да, 3 брата. И Миша учился в школе. И вот, к сожалению, вот этот мальчишка очень красивый, от переживаний своего положения повесился. Это была такая трагедия. И мама с ними была. И вот он с ними жил. Это на улице Курашова, такая хибарка деревянная была. Вот. А дружил он, Лора была, Фрейдман, по-моему, фамилия. Она тоже спецпереселенка, которая когда-то они вместе, ну, по нашему детскому саду, у них пансионат, что ли, назывался, да. Они воспитывались, и родители знакомы были. И вот они, когда на этом Быков-мысе и Тикси, в общем, на севере они были вместе все, сосланы были. И когда умерла мама Германа Годовича, они как-то приютили его к себе. И вот он к ней относился как к сестре, но она в результате, в общем, конце была в него влюблена. Очень, Она очень хорошая, взбалмошная, правда, она преподавала здесь в университете немецкий, в школе немецкий язык. Вот. Вообще они были очень все талантливые. А так, как таковой он, я не знала, с кем он дружил. Ну, в общем, это с хора он дружил. Габушев, Володя, кажется, в хоре пел один молодой человек. Вот в 1952 году, как раз юбилей республики, в общем, какая-то дата, сейчас я не помню, и вот, ставили совместно с театром оперу Рахманина Олега одноактную.
Тогда наши исполнители, Надежда Шепелева была Земфирой, Лев Попов был молодым цыганом, Матвей Лобанов был Олега, и старый цыган был из театра Щеглов, из русского театра, драматический актер, но хорошо пел. И вот. Герман Годович в этом спектакле решил тоже в массовой сцене цыган участвовал. Они с Аленой Ипполитовой, помню, как парой тут на сцене. И вот интересно, как раз получилось, что вот мы репетировали на радио, а потом спектакль шел в театре, русском театре. Тогда деревянный русский театр еще был жив. И вот. И после репетиции шли мы, такой тогда был какой-то северный ресторан северный. Это днем он работал как столовой. Мы шли обедать туда. Ну, обедали, потом шли, значит, репетиции русский театр. И вот настолько за нами следили, что стали, вдруг услышала, однажды он не пришел на работу. Он держал ключи, у него от нотного ящика ключи были, и мне передал вот это Вольпер. Герман Годович, говорит, заболел. В общем, чем-то отравился. И вот после репетиции, когда я пришла, на меня бросился совсем здоровый человек. Это было уже, ну, темно было ходить, вот он так, когда я зашла, вот так прям бросился. Что так долго, тоже так поздно, я как, в общем, я не поняла. Я говорю, это что, больной человек, отравленный, отравившийся чем-то. И вот он меня рассказал с глубокой печалью. У него всегда были очень печальные глаза. Очень, всегда. Вот. Рассказала, что... Да, он мне все время спрашивает, что сказала Полина Константиновна, что вам сказала? Я говорю, она ничего не сказала. Я подумала, они концертмейстер, наверное, какая-то передача должна была, надо было заменить. Я говорю, нет, ничего не сказала, наверное, все в порядке. И вот тут я смотрю, вместо того, что радоваться, у него совсем паник он. И вот рассказал, что, оказывается, было собрание партийное в радиокомитете. И обсуждали Баишеву, что Баишева дружит, ходит в ресторан. Это мы ходили в столовую днем. Ресторан с этим спецпереселенцем Перельштейном. И Полине Константиновне дали как партийный. Я была только комсомола еще. Тогда вообще я по совместительству работала на радио. В основном я в музыкальном училище, в Деревьевско-хоровом классе. И вот сказали, что чтобы она поговорила со своей бывшей ученицей. Ну вот об этом я ничего не знаю. Он, оказывается, думал, думал, что я все знаю и пришла. Оказалось, я ничего не знаю. Потом сидел, вдруг выскочил, встал в сенях и долго был, перешел, совершенно страшно плакал. Расплаканными красными глазами пришел. Так сказал, Господи, как я дошел, что за жизнь, что со мной никуда нельзя ходить, со мной никак нельзя никому дружить. В общем, страшно было. А я остолбенела от того, что думаю, это кто-то мог сказать, кто-то поднял такой вопрос. Я как будто всех знала на радио. Думаю, кто это так придумал? Ну вот, не знаю, очень трудно сказать, кто это сказал. Да, потом я позже Полина Константиновна, спустя очень много времени, спросила Полина Константиновна. Она так мне и не сказала, кто это сказал. И вот. В общем, короче говоря, это было очень действительно для него
Ну, для меня это ничего, со мной это ничего не сделает. А вот для него это было лишний раз. И вот в 1952 году, несмотря ни на что, у меня была путевка. Тут был дом отдыха учителей. У меня была путевка в училище, наверное, ну, профсоюз дал. И у него была путевка. В одно время мы решили в этом доме отдыха отдыхать вместе. И вот, я поехала домой, потом так, приехала, и получилось, что вот его отправляют, многих, оказывается, спецпереселенцев, молодых, отправляют в Покровск кирпичный завод. Тогда он не успел тогда с вами поехать, да? Да, нет, дома отдыха, конечно, нет, не пришлось ему. И вот, потом, значит, так, он, ну, перед тем, прежде чем пойти, в общем, как-то так мы встретились с ним, договорились и встретились с ним. Я хотела, он разговаривал там вышестоящими начальствами, но, видно, ничего не вышло. Меня никто никуда не вызывал. И вот потом мы купили билет в кинотеатр вечером. Вообще, что он едет, известно было, а когда поедет, неизвестно. Но кинотеатр нам не пришлось. Он пошел домой, купил билет, я пошла к Галине Михайловне Кривошапко. Вот. Потом, когда мы разговариваем, ну, мы все вместе работали, у нас план работы такой очень. Тем более тогда музыкальный университет мы проводили все это. Мы очень часто с Галиной Михайловной связаны были работой. И звонок, она говорит: Фенечка, это вас. И вдруг этот плачущим голосом говорит: уже пришла машина, я еду. И потом мы разрешили в какой-то сибирский город. В общем, тогда стали их освобождать уже. Реабилитацию они получили, кто куда уехал. А он поехал в Свердловск. Он опять-таки меня пригласил. Ну вот тут чисто женское, я помню. Туда, где он живет, я даже не знала, где он живет. И вот адрес дал. А я почему-то решила, ну, немножко перехорашиваться, свое пальто такое красивое, гладила, пока это все. Потом, когда я туда перешла, говорят: а он уже ушел. Куда пошел? На почту. Я, значит, лечу на почту. И вот общаемся тут. Он хотел спросить, ехать или не ехать. Конечно, ехать, я говорю. Вот телеграмму уже давать он. О, Господи, кошмар. А почему вы с ним не поехали? А? Почему вы с ним не поехали? Ой, ну куда я поеду? Во-первых, ну я тоже патриотка. Патриотка, не знаю, кто-то меня так воспитал. Комсомол воспитал, и партия, вообще Советский Союз. Как я могла родине служить должна была, хору служить, как-то своему народу служить. И вот. Для меня вот он один человек, а тут целая армия народу. Нет, я не так воспитана была. И вот он был патриот, можно сказать, просто музыки. Да, он предан. А я патриот не только их музыки, но и патриот своей родине. Да. Фактически он тоже был патриот родине. Но ему вот не давали. Он даже вот под моим влиянием хотел в комсомол вступить, но его не приняли там. В общем, короче говоря, это так было страшно. Мне абсолютно непонятно. Молодой человек, ну что он сделал? Он поехал, ведь ему это не так, то ли 14, то ли 15 лет было оттуда уехать. Ну что он могло? Кошмар какой. Я вообще не понимала.
то время, знаете, вот так, не только вот таких, а 7-летних мы в музыкальной школы не принимали. Я ходила, я говорю, как же. И потом такая была вот эта его друга, Арона Лонке, сестра Хая Лонке. Она хормейстерке хотела. Такая талантливая, я приняла. А когда 1 сентября я пришла, она стоит у окна платья. Я говорю, что с тобой? Я говорю, Хая, у меня, говорит, списка принятых нет. А потому что переселедка. И в этот год вот 7-летка, маленький 7-летних не принимали в музыкальную школу. Я уже в Министерстве культуры, я куда только не ходила. Он очень боялся за меня, что вообще меня попадет. Ну, я думаю, что-то меня это не убьют и не посадят. Как-то я так думала. И просто несправедливость это мне непонятно. Я просто, вот я помню аюнские это годы тяжелые, как это было действительно несправедливо. Какие-то черные люди вот доносят, сами ничего не делают. Я очень переживала вот это за этих наших героев всех, вот национальных, да. Потому как-то понимала. Просто поразительно это. Вот, а он боялся из-за меня, думаю, вот так, мне попадет теперь. Мы много раз встречались. Во-первых, когда же Алюкос был убили, а вот где меня все благодарили. Но потом он приезжал, мы с ним даже из Вильнюса вместе летели в Москву, когда он встречал своего брата из Москвы. Тот Давид приехал, был там. Вот. В общем, много. Вот тогда мне лекарство дали, какое-то такое, из чего-то сделанное. И вот в самолете я сидела, все его кормила. Потому что сказали мне, вот эта директриса этого, но она не столько директриса, сколько заведующая была, воспитательница всех этих мальчиков, у нее тоже сыновья. Она, например, так плакала, с ней тоже большая переписка была. Они меня призывали, что могу я, вот он должен был уехать, они старались, вот этого нельзя тебе делать. Курение. И вот, они хотели задержать его, задержали. И почему-то она мне писала, что я могу только я помешать поехать. Но это так действительно до какой-то степени получилось, что задерживался. Но совсем, конечно, он вообще хотел даже оставаться. Но самое это последнее было у него, расписание вышло, его имени там нигде не было. И вот, вот это, потом они же, да, вот что я что сказала, вот наши отношения-то я прекратила в 1958 году. Во-первых, после декады, меня вот этой декаде 57-го года, я на учебу выехала, я похоронила отца, дочку погибшего брата. Она у меня уже жила, училась, кончила ЯФАШ. И вот, у меня папа умер, знаете, как-то так, должна была я доканчивать консерваторию, поехала. Я должна была, поскольку у меня прерваны были занятия, я должна была уже все сдавать экзамены. Это в начале 58-го года уже это экзамены. Декада это кончилась. Мне даже вот это получать, вот мне дали звание, это почетная грамота. Я даже не могла, меня не отпустили с хора, хоровиков. Профессор Соколов Владислав Геннадьевич, это тоже наше солнышко. И вот. И после того меня отправили, путевку дали по спредству в Кисловодск. Я поехала лечиться. И оказалось там нарзанные ванны. И вот мне давали нарзанные ванны. И оказалось, это абсолютно противопоказано мне. Я там ходить не могла. Я ступенька, вот один пролет не могла, я задыхалась. У меня ноги вообще ослабевали, и я задыхалась. Я совершенно потеряла здоровье. Вот ужас. Я приехала в Москву, меня проверяли, невропатолог, сказали, вот это нарзанное вообще не надо было. А наш врач, мужчина, он иногда, по-моему, выпивал. И вот к нему я обратилась, есть какой-то, значит,
количество там 12 что ли дают. Он говорит, ничего, это просто реакция. Потерпите, получайте. Но я, как послушный человек, все делаю. Потом, получив еще много, к главврачу пошла. Она то же самое сказала. Вот. Все так, как будто это мой организм, это реакция, это все пройдет. А в Москве мне сказали, абсолютно это противопоказано было. И мне вот это, у нас был невропатолог в консерватории. Он сказал, знаете, пока вы учитесь, вы воспользуетесь случаем, вы академический отпуск берите, уезжайте домой и в своем климате лечитесь. Вот так я приехала. И вот перед этим, вот, перед Кисловодском, вдруг он мне звонил. Это, значит, 58-й год. Звонит, и мне абсолютно для меня неожиданно говорит, Феня, давай поедем на Кавказ. Я ему говорю, знаешь что, у меня будет путевка, Кисловодск, да еще до этого, ну я такая уставшая была, у меня есть еще путевка дом отдыха, мне в консерватории дали, студпробкоме, на Волге. И вот, он говорит, а ты найди, говорит, покупателя. Ну, я подумала, ну это легко, сдавать паспортство, у студентов полным-полно, кто угодно поедет. Я через 3 дня позвоню. И он мне через 3 дня звонит и говорит, ты знаешь, что мне, говорит, заочников дали. Ну хорошо, знаешь, работай. Ну, в общем, вот таким образом было. И вот потом вот я абсолютно заболела осенью, вот приехала, вот собираюсь, в общем, вот это я уже рассказала. Мне врач сказал, что уезжайте к себе. И вот он как раз приехал, это сентябрь, в сентябре у них еврейский Новый год. И говорит, пойдем на еврейский Новый год встречать. Как-то он сказал, говорят, судьба решается. Я сначала не хотела. У него там двоюродные сестры, Клара и Изабелла. Клара умерла, потом это старшая Изабелла. Я ее хорошо их знала. Я у них бывала, много раз мы бывали у них. Когда он приезжает, всегда были. И вот, потом, значит, так. Перед этим я решила познакомить их с Ли Моисеевной, тот, который отправляли письмо. Мы пошли, но прежде я сказала Ли Моисеевна, мы к вам пойдем, только вы нас не примите как жених и невесту. Ага. Хорошо. В общем, они сидели, тогда вот этот Израиль с Палестинами. А я за палестинцев всегда была, 48-го года. И вот они в одной комнате стали втроем сидеть. Потом я уже за палестинцев, я даже руководителя тогда имя знала, фамилию, за кого я болела. Потом я сказала, ну, я думаю, неудобно, они сочувствуют. Я просто думаю, я за своих бы тоже зачувствовала. Потом, ладно, вы говорите, я пойду отдыхать. И в спальне Ли Моисеевны легла и засыпать, отдыхать. И вот. В общем, короче говоря, мы оттуда идем домой. Мы проходим через Горького, главной улицы. Тогда, теперь это называется по-другому. Тухтенатаны, сейчас я даже не знаю. Вот. И переходим, потом вдруг я говорю, вот закончу я и поеду в деревню, открою музыкальную школу. И когда я умру, имя мое дадут. А он говорит, а я, говорит, шалуна, говорит, приведу тебе на... А при чем ты? Я говорю, ты там-то. Как будто он в якутской деревне школе будто бы. Ну, в общем, вот так поговорили, мы должны завтра идти, значит, это еврейский. И вот мы потом пришли, этот еврейский праздник к ним. Там 2, значит, этой сестры. Еще 2 есть, все старше, которые говорят, страшно хартавят. Ну, просто невозможно слушать. Таким все носом. Они молодые, очень красивые, а стареются, они страшные делаются. Ага.
И вот мы сидим за большим столом, мы с ним рядом. И эти женщины начали, вот старые, обсуждать, искать Харе невесту. И называют какое-то имя. А Гарри молчит без красного. Он когда краснеет, прямо темнеет, сидит и молчит, ничего не говорит. В общем, короче говоря, так кончилось. Мы идем домой. Он меня, я в общежитии живу, он меня провожает. И вот дошли до моей переулка Дмитриевского, это просто пассажа. Я дежурно открываю дверь, говорю, я здесь, вы мне закрывайте дверь. И ходим туда-сюда. И тут мне очень много открывает своих этих, что было. Вот он же, собирали же бы, вроде бы, на Кавказ, да, приглашал. А потом он так сказал, ты меня прости, я грешен перед тобой. Я собрал, говорит, никакого заочника не было. Я решил фиктивный брак с полячкой. Но это у него тоже вынужден, я все понимаю, с полячкой. И тогда он бы выехал бы в Польшу, и оттуда ему дают куда угодно визу. А ему не давали, а там брат в Америке Давид умирал. Ага. Вот так он мне говорит. И так что, говорит, меня не было никакого, значит, заочника. Я вот в Палангу поехали, они в Литве. В Литве там есть курорт хороший тоже, Паланга, с ней поехал. И вот тут рассказывает. И потом что-то мы начали, вдруг во мне что такое вообще. То ли какая-то обида. И что такое, я начала... Но почему вроде там обязательно уехать, да, там? В общем, короче говоря, он говорит, ну он вообще умно, правильно говорит. Вот победившая страна так бедно живет, а побежденная страна уже давно цветет, да? Это правда. И вот он говорит, тогда Хрущев у нас, да. Я говорю, так помогать надо, что подниматься. Это сколько революция была, агрессия там всякие была, и война была. И вот, и так была у нас вообще очень бедно, потом вообще все разбомбили. Пытаюсь что-то поднять. Но он понимал, что это слишком много у нас, он знал. Воруют, все нечестно работает все. Он умный человек. Вот потому он как-то критиковал. Хоть все болеют, как будто бы, на самом деле не так. И вот я стала защищать. Ну теперь я понимаю, почему, говорит, евреев всегда не любят. Евреи всегда идут там, где хорошо. Ну, я сказала, так помогать надо. Вот теперь я говорю, теперь я понимаю, евреи всегда идут там, где уже хорошо. И он обиделся? Да, конечно, я и решила ему абсолютно сделать больно, видно, специально. Не знаю, что меня дернуло было. Потом он говорит, ты замерзла, давай пойдем, говорит, к нам. Хочешь на кровати, хочешь на диване, да. Я говорю, никуда я не пойду, у меня тут своя кровать есть. Ой, умереть. А самой просто здесь слезы, да, совершенно. Это кошмар какой-то. Я тем более еще совсем вот больна, да, вот в таком состоянии, нервном каком-то особом была, конечно. Вот эта болезнь, может быть, этой болезни не было, вот это лечение, может, меня было бы иначе. И вот, ну, в общем, короче говоря, езжай там в свою Америку, и вот. Короче говоря, в общем, мы так расстались, я осталась. И вот я приехала, я действительно тут начала болеть, но в то же время меня хорошо, что вот тогда я музыкальную грамоту Аргунова принесли редактировать, хорошо работать, что мы на Конглашком какой-то смотр, меня туда возили, меня племянницы оперировали люди, что там что-то не так случилось, я ходила в больницу, вот как раз еврей не пускала. Когда я именно Конгресс приехала, меня тетя прямо со слезах и сумкой стоит. Она ходила к дочке, это моя любимая племянница, которая мне как
как дочка, она, как она называет второй матери меня. И вот я говорю, а кто там? Говорит, Кисин, говорит. А, Кисин. Ну, если еврей, то меня пустит. Действительно, он там всего то ли 15 минут спускает, а я там целый, не знаю, сколько часов. Я ее чистила, мыла, то-то кормила. И вот приехала. Люди сказали, что эта девочка там была какая-то скрипачка, она выписалась, вот теперь это все время плачет, надо ей помогать, этой маленькой девочке. У нее неправильно определили этот, как называется это, господи, режет-то, ну, человека. Это хирург. А? Операция? Ну да. Операция? Нет, операция, вот этот кишечник, который... Аппендицит. Аппендицит. Вот даже врач бывал, да. Я говорю, я проверяла. Меня аппендицит оперировали. У меня аппендицит, они говорят, отравление. Я говорю, никакого отравления не может быть. Два врача было. Один участковый, другой приглашенный скорой помощи. Она вообще, тоже она была еврейка, она мне сказала, знаете, я говорю, вы не врач, говорите, вроде того, что меня так отчитала. И оказалось, у нее, значит, все у нее прорвалось. Ее вот положили в больницу, стали промывать от отравления. У нее все прорвалось. Вот очень долго оперировали. Страшно, чуть не убили. Мы с ней вот это с тетей вот положили на колени, увезли, помню, в больницу положили. Ой. В общем, короче говоря, вот после этого мытарства, Новый год, я решила писать ему письмо. Но хотела, у меня желание было поздравить Новым годом. Не знаю, с чего, почему это меня дернуло. Я все как-то так, историю какую-то это рассказала, как у нас вообще было. И в конце концов я попросила, пожалуйста, ты мне помоги забыть тебя. Ага. Больше меня не пиши, и Машку приедет, больше не звони. И вот. Ну вот это положила. После того, как раз вот приезжаю в Москву, мне такое впечатление было, что я даже вот в Большой театр хотели попасть. Мне показалось, что я его видела. Но мы делали вид, что не видели. Ну, в общем, она мне сказала, я сказала ей, ну, в общем, счастья желаю, то-то, то-то, да. Она что вам сказала? Позвонила ей, что сказала? Она сказала, вот, наконец-то мы поженились, Гарри. А когда-то было вот этот, в Земле, вот, октябрьские праздники, наверное, когда был вечер, ну, что собрались в Академии наук, там много, в общем, умные люди, их знакомые, вечер хороший. Гарри от меня не отходил, мы вместе танцевали, сидели рядом, что-то тут кто-то рассказывал, мы сидим, вдруг слышим, кто-то страшно рыдает в комнате. Ну, он побежал, сразу поняли, и я поняла, в общем, это Лорен голос. Он бежал, успокаивал. Она успокоилась только, когда я пришла, успокаивала. И она сказала, Фенечка, вы приходите ко мне, мы с вами дружить будем, я хочу дружить. В общем, вот так. Тут я уж не знаю, и с кем дружить. То ли с ним, то ли с ней. Мне было обоих жалко, просто жалко, жалела, конечно, это страшно. Действительно, я вообще себя как-то на ее положение ставила. Вот у нее никакой свободы нету. Вдруг действительно любовь вот тоже, вот, и это тоже вроде отнимает. Да, это вообще, конечно, страшная для нее трагедия. Потом мать умерла, одна осталась. Вот единственная поддержка, конечно, он был. Он к ней относился как к сестре. Ну вот она вышла замуж, она позвонила Да, вам. она, вот я сказала, да, вот я поздравляю Лора, желаю счастья туда-сюда. И вот. Но она себя очень, как это Изабелла Германовна рассказывала, что, ну, в общем, она бойкая. Это не то, что я. Она очень культурная, но она захочет быть хулиганкой, и будет, может быть, и хулиганкой. Вот. И вот, когда я приезжала, они были женаты. Вот. Это был последний раз, мы с ней ходили. Да, во-первых, она меня пригласила. Я сказала, он меня встретил, ну, какой-то
это в старину винный какой-то погреб. И сделали они ресторан. Так, мы сидели очень хорошо. Ну, просто чудо. После того мы вышли где-то у церкви, в общем, стояли, не знаю, он что, молился, не знаю, в общем, у них там, это католическое, это все есть. Что-то рассказывал, было так хорошо. Я сказала, ты знаешь, Лоре не говори. Я не хотела, чтобы она была несчастная. Вот, потому что я знала, что все равно ничем не кончится, но, в общем, портит. А он, наоборот, он сказал и пригласил, что я пришла к ней. В общем, Лора пришла за мной, у них дома, а он экзамены принимает. И вот Лора пришла за мной, конечно, мы встретились, я пришла к ней. Она какие-то вот вилках какие-то штучки сделала. Ага. Мы ждем, его нет, потом в конце концов звоним, потом я звоню, знаешь, приходи, а то я приду, всем пятерку поставлю, отпустю, детей мучаете. В общем, в конце концов поздно пришел, кушал что-то холодное, там картошку, туда-сюда. И вот уже пора, мне домой, устала. И вот этот говорит, он собирается меня проводить, я тоже. А тут Лора говорит мне, я тебя пойду провожать. А я сказала, а мне все равно. Но я подумала, муж и жена одна сатана, какая разница, какая половина проведет. Вот это мне надо было вслух говорить. А она кричит, Ари, слышишь, Феня сказала, какая разница, что я пойду или ты пойдешь. И вот. Ну, он, конечно, он пошел, она очень печальными глазами осталась у двери. Простились мы, все равно хорошие отношения. И вот. Ну, это был 72-й год, он скоро потом, она уехала, развелась и уехала. И вот эта руководительница хора мне писала, мадам Перельштейн, она купила, оказывается, все это, мебель и все такое. Все на рынке стояло, продавала. Он должен, конечно, рвался он своим брату Давиду. Но там, по-моему, не очень в порядке все было. Как-то он мне так, когда встреча говорил, то писал, в общем, но не явно. То ли они наркотиками занимались, то ли они выпивали. Он очень жалел своего Грегори. Это Григорий, получается, племянника. Я еще писала ему, а ты возьми его с собой к себе и воспитывай. В общем, ну, как ему тяжело, он мне все выкладывал со всех сторон. И с Лорой как это тяжело, и все, в общем, короче говоря, я громотвод, как будто бы несчастье отвод. А письма когда вы сожгли? А? Письма когда вы сожгли? Вот когда я вот письмо написала, вот помоги мне забыть тебя, и все. Я очень носилась долго. А еще ведь когда Покровский был, я ему писала, ты все мои, вот я чувствовала, что Лора переезжает туда. И вот я даже почувствовала, возможно, она иногда стучит вот военным. Ну, в общем, такой-то, такой-то. Ну, радио, да. Почему-то меня не явно, но у меня какой-то, я боялась. Потому что я знала, любящая женщина вообще это овчарка. Да. Ревность? А? Ревность? Ну да, ну, конечно, потом, тем более с малых лет они вместе росли. Она единственная, это подпорка, и ее, это он. Да, больше нету близкого у нее тоже. Алексеевна, а если вы вышли бы замуж за него, как вы представляете? Как бы сложилась бы жизнь? А я не знаю. Мы абсолютно одинакового характера люди, черт знает. Одинаковые, наверное, не сходятся. Наверное, потому у нас так и разъехались. И вот я когда Покровский был, я просила, жги мои письма. Он так и говорил, носился несколько, потом и решил бросить. То же самое я сделала. Носилась. Хорошо, что у меня какая-то печка была. Вот, такая железная. Ага, это Орджоникидзе на улице. Я бросила. Как-то так. Из сердца вон,
В общем, я очень много всяких таких знала стихов. Вот сама себе сказала, и это сделала. Конечно, было это очень больно, потому что там столько больно, потому что не столько объяснений, там, знаешь, вот дело не в объяснении, как такое даже объяснение не было. Но это было сочувствие друг друга, людей, боль друг друга. Вот. Мне кажется, это более ценно, на мой взгляд, чем вот я обожаю, я люблю. Но в то же время вот так думаю, женщины, говорят, любят ушами. Женщине, конечно, надо сказать, наверное, много ласковых всяких слов, которых мне никто не сказал. Вернее, сказали только не те, которые мне не нужны. А он мне такие вещи не говорил. Дурак. И вот. Может, потому что мы одинаковые такие были, не знаю. Он думал, наверное, все передается, мол. Но вы же глазами все это понимали. Абсолютно, мы абсолютно, вот просто мы на расстоянии всегда абсолютно все. Что поразительно, вот что-то было, что-то родное, что-то близкое, природа. Это, наверное, издевательство, все такая природа была. И над ним, и надо мной. И вот потом вот как раз выкладывал все время. Он радовался, что вот это то, что у него там в Америке все тяжело, плохо, все выкладывал. И ему легче, наверное, стоит. То же самое и я. Все выкладывала, и мне легче становилось. Как будто я Богу пожаловалась, что ли. А через сколько письма возобновились? Вы же все... А потом вот так. Вдруг, в общем, вот это прекратилось в 58-м. Потом получилось так. Николай Берестов, какое-то произведение обсуждать надо было. В театре, в общем, играли, что такое. Еще Павлов Николай, тромбонист был. И вот, помню, как-то даже мне подозрение было, они старались вот это, нас сблизить с Николаем. Ну, это было, конечно... Я так чувствовала, потому что потом меня открыли, кто-то тайный из них. Вот. Ну, вот он мне показал газету «Правду», и там написано «Ажиолюкос». Не Ажиолюкоса еще не было. В общем, хор мальчиков, он говорит, ой, вот так-то. А я сразу, ой, это мой знакомый. Но потом думаю, надо как-то обрадовать его. Уж... И вот я написала тогда, поздравляю тебя, в общем, когда вот это я сказала, что в школе, в деревне, да, он сказал, что он как будто там будет, да, жалоб. Я говорю, а ты что там будешь? И почему-то у меня подозрение, у него, вот, когда мы шли, наверное, вот переходили улицу Горького, наверное, голову, потому что после этого он создал там хор. Но он хор создал сначала еврейских детей. А потом Литва заставила, да, общий. Ага. Это я уже из письма знала, из его. Так-то я не знала. И вот. В общем, короче говоря, вот таким образом вот закончилось. И вот началось снова, и снова. Ну, потому что я не могла без него внимания, кому-то плакаться надо. Вот. А ему то же самое видно. С удовольствием вот начал. Письмо-то, адрес-то я не написала, хитрое. Министерство культуры. Мне оттуда сказали, вам письмо? А я специально писала, не писала, потому что не хотела тоже что-то такое. И вот письмо, конечно, оттуда и еще началось. Думаю, читала что-то родное, Господи, несчастье. Меня вообще как-то и материнское чувство вот это было. У женщины, оказывается, это бывает двойное чувство. Любишь как мужчина и как материнское. Вот меня абсолютно вот жалко стало его. Ну как я могла его, этого большого маленького ребенка оставить без поддержки духовной? Ну, значит, все-таки надо любить, с головой надо. Вот часто бывает, сходятся, расходятся, это мне не нравится, надо дорожить. Ну, надо будет все-таки связать свою жизнь
с другой душой, другим человеком надо все-таки проверить надо. Очень здорово надо проверить. Одному человеку одному тяжело. Но если другой неудачный, так еще хуже будет. Потому надо, я считаю, надо потом, подружив, надо быть очень верным. Верным, и действительно надо трудиться, работать, пользу приносить. Вот я сейчас смотрю по телевидению, кошмар какой-то, многие выходят замуж, лишь бы что-то красиво одеться, где-то гулять. Я вообще этих женщин не понимаю. Все-таки человек приходит в жизнь, наверное, что-то приносит пользу какую-то. Ну хорошо, если хорошего ребенка воспитаешь, он что-то пользу принесет. Но это очень великое дело, большое дело, очень ответственное, очень сложное дело воспитать из своего ребенка действительно настоящего гражданина. Вот. А вы бы поменяли бы свою жизнь, если бы сейчас вам именно далось такое именно? Вот, помечтайте, вам дается вот одно желание, и мы это исполним, если скажут. Вы поменяли бы свою жизнь? Черт знает, я даже не могу сказать. Ну, видно так, как говорят, судьбой, наверное, все-таки определена была. Наверное, так и бывает, наверное, все-таки. А судьбу, видно, никуда не уйдешь. Потому что как ни крути, я вот сейчас к концу, как говорится, жизни прихожу к тому, что действительно с самого начала, когда родится человек, видно, все-таки кто-то определяет, я не могу сказать. Ну, наверное, в природе есть. Да, как-то обязана, что ли, судьба человека, что он должен принести. Ну, его вот как все это провести в течение жизни, во всех смыслах, и в труде, и в отношениях с людьми, с отношениями близкими, и вообще общественностью. Это очень сложно, очень сложно. Но хочу просто сказать, что жизнь все-таки очень хорошая вещь, но очень сложная. Действительно, ее прожить достойно, это совсем непросто. Да, это совсем непросто. Но мне, например, сейчас абсолютно не стыдно. Я абсолютно нигде не могу, вот, что бы я делала, что бы я говорила, мне не стыдно. Во всяком случае, по моим понятиям, я плохого ничего не сделала. Старалась только хорошо, но как получалось, это, конечно, не мне судить. Вот, но старалась. Наверное, каждый человек так же. Если каждый человек так думает, мне кажется, это очень хорошо, хороший человек.